душа, мое тело по Тебе тужит, як земля, что в крапне воды. О, Боже мой, Тебе шукаю, и прагнет Тебе моя душа. Мое тело по Тебе тужит, як земля, что в крапне воды. О, Боже мой, Тебе шукаю, и прагнет Тебе моя душа. Мое тело по Тебе тужит, як земля, что в крапне воды. О, Боже мой, Тебе шукаю, и прагнет Тебе моя душа. Мое тело по Тебе тужит, як земля, что в крапне воды. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. А з вами И с Духом Твоим. Очі моє завжди скеровані на Пана, бо Ён з сеті визволяє ноги моє. Глянь на мене і змилуйся надо мною, бо я самотний і нещасливий. Подчас святої мши молюся за Софію з нагоди дня народження, просячи Божого благословення, потребних ласк, здоров'я душі і тіла, опеки Найсвятейшей Панны Марии. Пусть пришел на улице, перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем сласть эту Найсвятейшую Ахмяну. Споведаюся Богу всемогутному И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже, Крыница усялякой милосердности, да прими Ты нам дал, як леки от греху, пост молитву и добрые учинки. Спогадно прими признание у нашей слабости, а коли мы падаем под тяжером нечистого сумления, нехай завсёды поднимая нас Твоя милосердность. Проспала нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Читание книги Исходу. У те дни народ прагнул воды, и нарекал на Моисея, кажучи: «Навошта гэта ты вывел нас з Египта?
каб замучыць змагаю нас і дзяцей нашых, і статкі нашыя. І ўсклікнуў Майсей да Пана, кажучы: што зраблю я народу гэтаму? Яшчэ крыху і ўкамянуюць мяне. І сказаў Пан Маісею: пройди перед народом и возьми с собой некоторых со старейших Израиля. И кий твой, яким удару ты нилж, и возьми в руку твою, и иди. Вось я стану перед тобою на скале у Гаребе, и ты ударишь в скалу, и выйдет из ее вода, и народ будет пить. И зрабил так Моисей на очах старейшин Израиля, и назвал то место Маса и Мерва, з прычын сваркі сыноў Ізраіля і выпрабавання імі Пана, калі казалі: ці ёсць Пан сярод нас, ці няма. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Не робите жорсткими сердцы ваши. Не робите жорсткими сердцы ваши. Придите, заспеваем Пану, ускликнем Богу с колен нашего смоления, станем с подякою перед обличием Ягоным, у песнях ускликнем Ему. Не робите жорсткими сердцы ваши. Придите, поклонимся и упадем, уклончим перед Паном, який нас створив, бо Он наш Бог, а мы народ Его найпаши, и овечки Его най руки. Не робите жорсткими сердцы ваши. О, как вы послухали сегодня Ягоный голос, не робите жорсткими сердце ваши, як у Мерибе, як на пустыне у день Масы, где меня спокушали ойцы ваши. Вы пробовали меня, хоть и бачили справы мои. Не робите жорсткими сердцы ваши. Читание послания святого апостола Павла до Римлянам. Браты, оправданные по водной веры, мы маем мир с Богом праз Пана нашего Иисуса Христа, праз якого, дякуючи веры, мы атрымали доступ до той ласки, у якой трываем, и мы ганарымся надеей на славу Божию. А надея не соромить, тому что любовь Божия вылилася у сердце наше праз Духа Святого, які дадзены нам. Калі мы былі яшчэ слабымі, Христус у вызначаны час памёр за бязбожных, бо наўрад ці нехта памрэ за прапаведніка, можа за добрага чалавека нехта і адважыцца памерці. Бог даказвае сваю любоў да нас тым, што Христус памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Пане, Ты за правды збавца свету, дай мне живой воды, как нам не прагнуть. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Яна. Хвала Тебе. У той час прийшов Єсус у самарійський город, званий Сіхар, близько до наділу землі, яку й дав Якуб сину своєму Юзефу. Була там студня Якуба. Єсус же, стомлений дорогою, сів при студні. Було каля 6 години. Вось приходить женщина з Самарії зачерпнуть воду. Єсус їй каже: дай мені пить.
Вучні ж ягони адышлі ў горад купіць ежы. Жанчына-самаранка кажа яму: «Як ты, юдей, просіш піць у мяне самаранкі? Бо юдеі не маюць зносін з самаранамі». Езус сказаў ёй в адказ: «Калі б ты ведала дар Божий, і хто кажа табе: дай мне піць, то сама прасіла бы у яго, і ён бы даў табе жывой вады». Жанчына кажа яму: «Пане, у цябе і зачерпнуць няма чым, а студня глыбокая, адкуль жа у цябе вода жывая? Няўжо ты большы ад айца вашага Якуба, які даў нам гэтую студню, і сам з'е піў, і дзеці ягоныя, і статкі ягоныя?» Езус сказаў ёй в адказ: «Кожны, хто п'е гэтую воду, зноў запрагне, а хто будзе піць ваду, якую я дам яму, не запрагне навекі, але вода, якую дам яму, стане ў ім крыніцай вады, якая цячэ у жыццё вечнае». Жанчына кажа яму: «Дай мне гэтай вады, каб я не мела больш прагі і не прыходзіла сюда чэрпаць». Ён жа сказаў ёй: «Ідзі, пакліч свайго мужа і вярніся сюда». Жанчына сказала в адказ: «У мяне няма мужа». Езус ёй кажа: «Ты праўдзіва сказала, што ў цябе няма мужа, бо мела 5 мужоў, а той, каго сёння маеш, не муж табе. Праўдзіва ты гэта сказала». Жанчына кажа яму: «Пане, я бачу, што ты прарок. Бацькі нашыя пакланяліся на гэтай гары, а вы кажаце, што месца, дзе трэба пакланяцца ў Єрусалімі». Езус ёй кажа: «Павер мне, жанчына, што надыходзіць час, калі не на гэтай гары і не ў Єрусалім будзеце пакланяцца айцу. Вы пакланяетесь таму, чаго не ведаеце. Мы пакланяемся таму, што ведаем, бо збаўлення ад юдэяў. Але надходзіць час, і цяпер ужо ёсць, калі праўдзівыя вызнаўцы будуць пакланяцца айцу ў духу і праўдзе. І такіх вызнаўцаў шукае сабе айцец. Бог ёсць духам, а тыя, хто пакланяецца яму, павінен пакланяцца ў духу і праўдзе». Жанчына кажа яму: «Я ведаю, што прыйдзе Месія, які завецца Христом. Калі ён прыйдзе, абвесціць нам усё». Езус кажа ёй: «Гэта я, які гавору з табою». У гэты момант прыйшлі вучні ягоныя і дзівіліся, што ён размаўляе з жанчынай, аднак ніводзін не спытаўся: «Чаго ты хочаш?» або «Чаму ты гаворыш з ёю?» Тады жанчына пакінула свой збан, адышла ў горад і казала людзям: «Ідзіце паглядзіце на чалавека, які расказаў мне ўсё, што я рабіла. Ці не Христос гэта?» Яны выйшлі з гарадоў і прыйшлі да яго. Тым часам вучні прасілі Езуса, кажучы: «Настаўнік, еш». Але ён сказаў ім: «Я маю для спажытку ежу, якой вы не ведаеце». Тады вучні сказалі адзін аднаму: «Хіба нехта прынёс яму есці?» Езус кажа ім: «Ежа мая ў тым, каб выконваць волю таго, хто паслаў мяне, і завяршыць ягоную справу. Ці не кажаце вы: яшчэ 4 месяца і настане жніво? А я кажу вам: падыміце вочы вашы і паглядзіце на ніву, як павялее яна ўжо для жніва. Жнец атрымоўвае плату і збірае плён для жыцця вечнага, каб разам цешыцца і сеяльвіта і жнец. Бо праўдзіва у гэтым прымаўка: адзін сея, другі жне. Я паслаў вас жаць тое, над чым вы не працавалі, іншыя працавалі, а вы ўвайшлі ў працу іхнюю». Шмат самаранаў з гораду гэтага паверыла ў яго, дзякуючы слову жанчыны, якая сведчыла, кажучы: «Расказаў мне ўсё, што я рабіла». Таму, калі прыйшлі да яго, самаране прасілі яго застацца з ім. І ён застаўся там 2 дні. Яшчэ больш людзей паверыла, дзякуючы слову ягонаму. А жанчыне казалі: «Мы верым ужо не дзеля твайго апавядання. Мы самі пачулі і ведаем, што ён сапраўдны збаўца свету». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Чтобы сказать «Аман», и еще кто-нибудь пошел посладиться, собрал гроши, и не требовал указания говорить. Какая длинная Евангелия. Але поглядите, что сегодня в костеле
маем такое читание, але так само в сямітнім світі переживаем 8 марта, день женщины. Тут кажуть про женщину читання. Якое щастя вам припало. Зараз попробуем это все растлумачить, что тут написано, что оповядає гэтая прыпавесць. А гэта ситуация, якая здарылася, пробачце, ласка. Бо гэта не прыпавесць. По-першае, гэтая ситуация будзе нам говорить про тое, чым сёння касцёл нас упрыгожыў. Вось. Год А ў касцеле Вялікага посту мае асаблівы характар, асаблівае Слово Божие. І маем мы Езуса Христа, там заслонена самаранка, яе славяць не буду, раскажу чым. Маем гэты збан, які яна оставила так само. Маем толькі другія збаны, вже з якіх расце трава. Што адбылося з Езусом Христом? Па-першае, трэба звярнуць увагу, што калі будзем чытаць Святое Пісанне дакладна, то амаль нема сітуацыі, што Езус Христос прыходзіць і з кімсьці распачынае размову. Зазвычай прыходзіць да Езуса Христа малады чалавек, які гаворыць: «Пане, якая заповедь найважнейшая», альбо яшчэ другі малады: «Што мне рабіць, каб дасягнуць жыцця вечнага?» Прыходзяць таксама фарысеі, учоныя в Пісанні, каб паслухаць, а таксама каб падпытаць, каб падлавіць Езуса Христа. Прыходзяць людзі, якія хочуць дакрануцца, атрымаць аздараўленне. А сёння іначай. Сёння да Езуса Христа ніхто не прыходзіць. А Езус Христос прыходзіць да гэтай жанчынкі. Жанчыны, самаранкі. Так яна тут і называецца. Не мае імені. І тут зазначана, што самаранаў вельмі моцна не любілі. Не мелі зносінаў. І гэтымі словамі, якімі Езус Христос распачынае размову, каментатары пішуць. Не думайте, што я сам прыдумаў. Пішуць каментатары, што такімі словамі калісьці падрывалася дзяўчына. Падкатвалася да яе, каб ёй заўрачыцца, каб захапіць ей чымсьці. Гэтыя словы дакладна такія: «Дай мне піць, я прагну, я хачу, дай». Гэтыя словы, яны вельмі моцныя у адносінах Езуса Христа да гэтай жанчыны. І толькі ад гэтых слоў распачынаецца гэта вялікая размова, якая тут ёсць. І тут гаворыць пра ваду: «Дай мне піць вады», а Ісус Христос гаворыць: «Дам табе піць, але не звычайнай вады, але вады жыцця вечнага». І гаворыць Ісус Христос: «Та прывядзі сюда свайго мужа паразмаўляе». Ведаеш, Бог ведае. Гаворыць жанчына: «Не маю мужа». І Ісус Христос ёй выкладвае ейнае жыццё. Чаму выкладвае? Бо яна гаворыць правду. Она не пробует перекрутить: «А, там так было, там так, но это не повезло, тут не пошло, тут вина, тут так». Не говорит ничего. Эта женщина разумеет, у чым проблема тквіць яе жыцця. І чаму яна прыходзіць па ваду зачарпнуць у 6 гадзін, калі вялікая спекота, прабачце, калі ласка. У 6 гадзін уже зямля прагрэлась хорошо. Ніхто не ходзіць у 6 гадзін. Ідуць все па воду з самай раніцы, калі яшчэ прахлада. І ідуць за гэтай водой. Сапраўды, жанчыны насілі гэтую воду, себе спан ставілі на голову і яго цягнулі ў такі спосаб на гэтай галаве ваду холодненькую, смачненькую, прыгожую. Это мы сёння не разумеем, чым ёсць вода. Мы открыли кран, нас тече, там, пошли за рубль, купили там какой-то святой источник, но что тече, какой-то вода, у нас вода все есть. А калісьці вода сапраўды, яна была жыццём. За один лык воды чалавек цешыўся. І цаніў яе у тыя часы, калі Езус Христос жыў, у тых раёнах, дзе гэта сітуацыя адбываецца. І хадзілі аж да гэтай студні. Некалькі гадзін, можа, некаторыя ішлі па воду, па воды зачарпнуць. Не так, што мы сёння пашлі сюда ў зелёны клён, 3 минуты і за бутылкай воды можна весці холоднай. Можна з маразильніка дастаць, можна з печкі, каб на гарачая была, чайник запаліць і так далее. Ну, але тут совсем другая речь. Так чаму гэтая жанчына ідзе ў дзе, калі ніхто не прыходзіць? Мае шмат запрашальнікаў. Мае шмат напісана: мела 5 мужиков. 5 мужиков. Што гэта азначае? Гэта азначае, што з ей мужыкі поступілі так, як гаворыць права і закон, якое выдаў Майсей, калі яшчэ быў у зямлі, калі вандравалі праз пустыню. Майсей напісаў, што калі муж
возьме сабе жонку, і пасля гэтага шлюбу у гэтай жонкі убачыць штосьці кепскае, штосьці страшнае, штосьці дрэннае, што яго адкідае ад яго, мае права напісаць ліст разводны, даць ей і адправіць яе да хаты. Представьте себе, что 5 разоў гэтая жанчына прачытала, якая яна дрэнная. І, напэўна, не толькі ў гэтым кірунку, а ў русах. Представьте себе, вы один раз часамі так зажартуетесь, потом так за язык грызусь, думаю, что я сказал, женщина одразу на себя принимает, а я зашутковал. Она опять почула разоў. И не поддалась. Не поддалась, как шукать. Поглядите, что у этой женщины есть так само великий плюс. Она не поддалась, как знайсці сапраўдную любовь свайго жыцця. Першы раз ей отставили хорошо, другий раз, третий, четвертый, только за 5 разов. Уже все не имела. Да что в ей такое страшное было, что ее все отставили? Что ее отставили? А может, такое самое питание, что такое страшного у нас, что нас отставляют? И тому тут такая самаранка заходит. Бо в этой самаранце кожен з нас. И Иисус Христос сидит и чекает. Приходит к нас з нами порозмовляти. Бо в цей момент Ісус Христос мог би навчати тисячі, а Ісус Христос посвячає цілий день на розмову з цією жінкою. Може, нехай буде полдня на розмову з цією жінкою, бо обучені пішли в цей час в город купити їжі і успіли вернутися. Ця розмова не то, що тут тривала і читав 5 хвилин. Вона там тривала шмат часу. Шмат часу. Вона була інтригуюча, інтересна. Порывчая эта размова была. Представьте себе, вы пришли на имшу, питаете, где ксёндз Ян? А ксёндз Ян пошел с якоюсь девчиной у Ложецкий парк и там размовляли. А яким что-нибудь, ну и там размовляли. Казали что-нибудь еще. Ну вы пришли посидели. То же самое. То же самое Иисус Христос. А вот посвятил для этой женщины особистый час. Такую реакцию. Какая ваша реакция была на это? Вы пришли в костюм там. Девушка пошел сам. Страх. А добре, не уникается. Добре. Идем далее. Оставляем вот эту справу, яка туди кайфує. Ну і що? Розмова эта іде далі. Іде і має якийсь керунок. Ісус Христос звертає увагу к этой женщине, что тое, что яна робить, это верно. И поглядите, что на початок эта женщина просит, дай мне воды напиться, такой капельный правильный, она думает, про эту воду, что вот мы сегодня можем привести в доме, открутить кран. О, подъезд, трубы проложить, насос поставить, давление, качать воду не треба, здесь проходит, наконец, не треба ходить с этим паром на голове. Нет. Она так разумела. Так ладно так разумела, что прийди до хаты, мне будет вода постоянно. У кушине стоять, один звон набрала и заканчиваться в этой Елисей, когда пришел до этой вдовы, который варилка муки не вычерпалась, и Элю так само не закончилась. Бо был голод, и это 3 года столько тривало. И она так само думала, что такие тут будут знала. Учекала, это знала долго эту историю про Елисея. Але однако, про Илью. Але однако это так не отбывается. Так не отбывается. И Иисус Христос ей говорит, чему ты спрашиваешь, чему ты сама пришла? Чему? И эта женщина, отказывая правду, и она рассказывает сама про себя. Видите, что Иисус Христос 2 раза назначил. Верно, правду ты сказал. И под конец представим целую ситуацию, в какой она находится. И снова слово повторю. По правду ты сказала. Правду ты подсказала. Ты добро сказала то, что повинна была сказать. Добро отказала на питание. Не придумала, что ты шостый, с яким ты живешь, а это уже не муж. Любовник, так можно называть. Якийсь мужик там, как кто стебил, кто не помог, то есть там тяжкие справы заявил. И ее женщину, эту, трактовали как горшком собаку. Горшком собаку. Она уже имела, представляете себе, 5 мужов, какая она была. Это не 2, не 1, а 5 уже. Уже 5 мужов. И все ведали, тому она ходила, тогда, когда никто не выходит на улицу. Как сховалась от людей. Але, коли почула Слово Божие, это Слово Божие ее вызволяет, наполняет. И она, коли почула, что Иисус Христос сказал, это я, Христос, я, про якого ты читала, Мессия. И тут написано,
написано, что апостолы вернулись. Тут еще одна аллегория есть. До этих апостолов вопрос. Чего они пошли 12 в магазин? Ну, что двоих угол достаться, стал двигаться, как его контролировать, какие-то способы. А они пошли на закупы, на покупки пошли. Рыпнулись на это. Нет, потому что Иисус Христос их отправил туда. Я не хотел. Есть у житті кожного з вас, коли приходим в ksiądz, хочу розмовляти сам на сам. Ksiądz, приходим в конфессионал, розмовляем, приходим на якусь розмову духовную и ведаем, что с этой розмовы духовной нигде не вылетит. Никто про это не доведается. Никто про нашу розмову не доведается. Ksiądz нигде не скажет за мной. Про это все. Ну, это переконание. Это и есть, что и у житті нашим кожен хоче иметь такую интимную отношение с Богом. Как ему все, не для того, что он ведает, а это еще с ним поразмовлять. Как почуть это слово. И говорите, что эта женщина все про себя ведала. А не только ведала, а зразумела подчас розмови з Ісусом Христом. Видите, она ховалась от людей, утекала и не знала, что за 15 хвилин позднее сама оставить збан. А збан это что? Життё. Чому? Бо вода это життё. Вода это життё. Оставила то, что дає життё. А что это збан было? Ее життё. Это и 5 мужов, это ситуация вся, это страх перед людьми, это зразумение, что все меня глядят на якусь собаку. И она побегла обвещать Божье Слово. Представьте себе, что какая-нибудь проститутка пришла в Иисус, я сейчас буду вам Божье Слово обвещать. А вот только держите, образики тут Яна Павла другие все, Максимилиана, вот держите. Як бы это придали? Нет. Але її приймають. Чому? Бо вона почула слово життя. І це слово життя її туди потягнуло. И она не боялась, не имела страха. Вышла у середину города и кричала, что познала Бога. И было написано в сегодняшнем Евангелии, шмат людей поверила, дякуючи ей оповеданию, дякуючи ей слову, яке она почула. Она рассказала, что справді збався. Прочитав мене цілком, розказав всю мою життя. Все моє життя. Я висповідалася про її. І так часами нам в нашем житті треба оставить наш збан. Збан в нашем збані нашим є, може, якісь дипломи, якісь титули, якісь вельми важні справи. Вельми важні справи, може, якийсь страх. Може, часами некоторые мають такі збани, і з цими збанами, а в этих збанах така інтелігентна розмова. Ой, що ти вчора робив? Ой, я вчора читав книжку Пушкіна. О, так слава, я Толстого прочитав. А ти ж, я був в театрі. О, в театрі нічого, я в балеті. О, а ти ж, я там льотав на Караїби. Караїби, це нічого, я там вообще 2 рази вокруг света летів. О, це щось. І ми такі от маємо, такі збани наші такі, носимо їх на собі, в якісь способи пробуємо один одного вытянуть. А видите, что эта женщина робит? Она оставляет этот сбан. Оставляет то, что 10 ее оттягивало от подорога. Оставляет свое житё и пробует на разные способы распознать Бога. Просим, как и мы в нашем житии умели оставить наши звоны, как мы, может, заняли это место, яке тут стоит, на розмові з Ісусом Христом, час Великого Посту ще триває, ще большая частка перед нами, за этим уже будет половина, что теперь собраться, чем потом раздумывать всякий способ. Как мы могли, дякуючи Божій ласці, яку нам Бог дає, дякуючи этой прикладі, этой грешної жінки, що її рятує? Тому що вона признається до греху. Признається до великого греху, якого вчинила. І вона свого життя, можна іначе сказати, що, як я пам'ятаєте, говорив вам про ці програмки антивірусні, коли з комп'ютер треба сігати, нельзя ці программы играть. Она выкосила то, что было ее життя, а выкосовала, забрала вот антивирус, который называется Христос Иисус. Эту науку я не приняла, как и мы.
Мы так приходим к костелу уже каждую неделю, альбо кто частей приходит, чуешь, что в костеле прихожих так читается, ось тут докрываем Евангелие, хтось його навернувся, хтось повірив Пану Богу, сам хтось отримав оздоровлення, там когось Ісус Христос воскресив. А мы что? А мы снова вертаемся к своей жизни. Кто-то сюда приехал троллейбусом шестеркой, кто-то приехал якимось автомобілем. Завтра і знов праця, завтра і знов шмат документації, там і знов стірка, яда і розные справи, які там є. А гэтая жанчына у сваім жыцці разумела гэта, але поставила у першае месца самого Христа. Аминь. Вірувати на Бога і там всемогутнього Всего вашего имя вашего, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Светлого от Светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и якого благодарства не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророку, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Вдячностью за дар веры и за ласку Святого Христа вознесем наши супольные молитвы до Пана Божьим, за Святый Костел, как принес людям Божие пробачение и надею на новое житие. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За людей, которые отвернулись от Бога, как они приняли Его Слово и отримали ласку на вертание. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За тих, хто в куткім часі прийме сакрамент Христу, как Христос щедро одарил их своими ласками. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Софию, за дня народжения, просячи Божьего благословения, потребных ласков, здоровья души и тела, опеки Наисвятейшей Панны Марии и поспеха в учебе. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутных, как мы годно подрихтовались до встречи с воскреслым Паном в вечности. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, Ты покликал нас да уделу Твоим вечным житием. Учени просим, как наше житие на землі було згодне з обіцяннями даденими подчас Христу раз Христа, Пана нашого. Аминь. 201. Иисус, силы Отца на небе, Иисус, силы Отца на небе, побудуся я, моя приницы. Jezu, daj siły gaci, daj zamianie. Jezu, daj siły gaci, daj zamianie. A pokunuся я moja dobrynicy. Amen. Молитесь, как молитесь наш,
ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiarę z rąk Twoich na prosławienie i chwałę imienia swojego, a tak samo na korzyść nam i wszemu Kościołu Świętemu. Miłosierny Boże, blasfemy i ofiarу, oczyści nas, odprawi nas. Łaskawo prosим Ciebie, daj nam siły, tak my охотно промочали братам нашим, раз Христа Пана нашего. Amen. Пан с вами. I z duchem Twojim. Ugoro sercy. Uznosimy dla Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Godna i sprawiedliwa. Zaprawdę godna i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my zawsiody i всюdy Tobie składali podzięku. Panie Święty Ojcze, Wszechmogący Wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego, jąkali sił Samaranku podać wody, уже одарил я ее ласкою веры, и та город ожидал, как я нашим лаву веры, что запалил я ей сердце полымя Божьей любови. Тому и мы, дякуючи Тебе, разом с ангелами прославляем Твою моць, ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вершинах. Добрый Боже, Ты святый, крыльца всякой святости, тому едности с усім Костелом у первый день дня, когда Иисус Христос воскрес и послал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебя, всемогутный Боже. Освяти в эти дары росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, każuczy: «Wierzycie i picie z jego все, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Наше Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Wspominający śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i chleb zbawienia, dziękuję, że uczynił nas godnym стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебя, как усих нас, прымающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одном. Pamiętaj, Panie, pre Kościół Twój rozsiejny po всем świecie, udoskonale go любови, razem z Papą naszym Lwom,
biskupom naszym Józefom i усім духовенствам. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опаснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї одійшов з этого світу і дозволив убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебя, измилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел жить вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ебранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, святой Фаустиной, благословенным отцом Радиславом и всеми святыми, які сподвигу подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, образ Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христові укрились Тебе, Божа Ojca Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, разу Ciebie i wieczny ja. Amen. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого, Отче наш, Который в небе, святится имя Твое, приди благодарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не угодь нас у спокусу, а избав нас от зла. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкаво упокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были за все пригодные от греху, и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, принести Спасца нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Христова Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоєю волею, дарить його супокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Не рветься ближнього знак. Супокой. Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, а дари нам супокоєм. Ось бараник Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Ягодою. Пане, я не вартий, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Милосердний наш Пане добрий,
не палає гнева, і на ласку шори. Милосердный наш Пан и добрый, не палает гнева, и на ласку шори. Благослови душа моя Пана, и все нутро мое Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про яко доброжина. Милосердный наш Пан и добрый, не палает гнева, и на ласку шоры. Милосердный наш Пан и добрый, не палает гнева, и на ласку шоры. И Он отпускает все твои беззакония, и вылечь твое все твои хворобы. И Он житье твое ратует от загубы, литостью и милосердностью тебе коронует. Милосердный наш Пан и добрый, не палает гнева, и на ласку шоры. Милосердный наш Пан и добрый, не палает гнева, и на ласку шоры. И Он житье твое добро наполняет, и сердце твое робит моцных. Справедливые все чины Пана, всех пригнеченных берет под свою опеку. Милосердный наш Пан и добрый, не палает гнева, и на ласку шоры. Милосердный наш Пан и добрый, не палает гнева, и на ласку шоры. Милость Божия в сердце моей, распали огонь духа своих. Мы, браты в Христе, одна наш любовь, песня хвалы Богу, хай глушит изнов. Милость Божию в сердце моей, распали огонь духа своих. Мы, браты в Христе, одна нас любовь, песня хвалы Богу, хай звучит изнов. Мы, браты в Христе, одна нас любовь, песня хвалы Богу, хай звучит изнов. Песня хвалы Богу, хай звучит изнов. Моника. Пали наш Боже, уже на землі даєш нам хліб евхаристичний, як додаток хвали невеста. Покорно Тебе просим, кап льон на таємниці проявлявся в наших учинках.
Раз Христа Пана нашего. Amen. В нашей парафии тривають колядні відвідини, записуватися можна у закристи кожної неділі після Святої Мши, 10:30 співаємо пісні жатви. Кожную пятницу Великого Посту запрошаємо на Святую Мшу на 19 після наложенства крижового шляху, які проводять суполки нашої парафії у ближайшую пятницу дети 20 Соколика, то така зміна суполка оборони життя, так само суполка, яка молиться за душу чисту терпіче, 27 Соколика молодь, а 3 Соколика мужчини. Звертаемся с великой просьбой записывать хворых, а так само яны полные годно могли пережить великодные святы. Так само просим вас не откладывать споведь на опошнюю хвилину, якщо вот захочуємо до чинного уділу приготування вірвочок на верхню неділю серпня, предназначене на будову. А 10 Соколика будемо справляти новенну перед урочистостю святого Юсифа Авраїка на Святейшей Панны Марии. Наступная неделя, 3 неделя месяца, так званая инвестиційна, усі афери складені цілком призвичаються. На будову, за які щиро дякуємо. Кожен день наші каплиці триває рація Пана Ісуса. Дякую за хвірування на будову, за супольну індивідуальну молитву, за спів і оправу літургічну, за прибирання каплиці категоричної зали і тим, хто дежурив. Помолимся за тих, хто рекомендує святкує народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за доброті охвірувальців нашої парафії, за тих, хто приймає нас по колядних ответинах. Помолимся за женщин. Дякую Богу, что вы есть, как вы были на узор Матери Божией. Помолимся за добродею охвіродавців нашої парафії, так само много добродеїв до міста Санктуарі Божої милосердності з нас, кожного заручаючи об'єдці Матері Божої, Твоєї оборони от Твоєї. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсюды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение, Пан с вами, И с Духом Твоим. Хай вас благословляет Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Святый Архангел Михаил, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Сумно світить з
не выхование, целый свет не выхование, Кришны столы никогда не, души острым горем ранясь, души острым горем ранясь, Он согласной силой рада, снисший злой сердц наших пламя, снисший злой сердц наших пламя, возьмет мой перед тобою, змея Божья мой крылёю, змея Божья мой крылёю, увязну не мукал Пана, я справиться легко стану, я справиться легко стану. У этой мощной части будем разважать о том, что Pan Jezus wycierpiał od winy ukoronowania, aż do ciężkiego skóru na krzyży. Usie cierpieniu, winy i krywdy, jakie On znosił, ofiarując za grzeszników, jak Zbawca, a budził ich zablukane serce i natknił ich do покаяния i życia w prawdzie. A tak samo будем молиться за усе души, які терпят участи, как литостивый Иисус погасил своей кровью огонь ихних муков. Будем так само просить Пана, как Он и нам у хвилину нашей смерти дал ласку скрухи за грехи и да помог вытривать у надеи до опошней хвилины життя на этом свете. Жорсткое сердце, ты еще не плачешь, ты ж мукав Пана, скажи, ты не бачишь, Иисус твой любви, висуйся дане, сил больше немає, нас полюбивший, слышал Иисус неба, ты гость на плечи, крышкой моей зрева, подымет нечисть, вырезать не можа, добрый наш Божа, наш Кришна деца, тихо терпеть муки, свет не выжала, пробивая руки, падать землею, Зловцу крышу сносить, небо проносить, пребывать святое, дай нам Зловце тело, как надавившо, море не висело, мы поковали, а нам супим крови, сплошном жалобе. Иисус твой молит, прагну покаяния, прагну злодеяний, прагну дарования. Наши праведны, злые мысля сами, жалься над нами. Богу на веки, дай же будет хвала. За жизнь мои Иисус меня мало, за наш терпенью возрасты датины, Зловца не Иисус нас судил Пилата, с никотинами был поравнанный. Иисус, милый Пане, Иисус, на Голгофе жертвой, ты смерть принял разумное Пане. Иисус, милый Пане, Иисус, с крижем тяжким и шел ты, нес на
Руси грехов дарование, Иисус, милый Пане, Иисус, на крижаном Голгофе, был ты прибитый тупыми цветами, Иисус, милый Пане, Иисус, со злочинцами разом, ты принародно был покаранный, Иисус, милый Пане, Иисус, видный степи жалкером, волю змацняли мягкие твои раны, Иисус, милый Пане, Иисус, на крижи достигла, злодею ласку ты дал помилования, Иисус, милый Пане, Иисус, от зажжется змешанный, дарит обидный святину гадания, Иисус, милый Пане, Иисус, ты снес смогливо покуты, как и не чули твоего нарекания, Иисус, милый Пане, Иисус, скрижа мужьями снятый, у гробницы ты был похованный, Иисус, милый Пане. Слава Божана нашему Пану, за все сделанные, за бичевание, за все терпения, за все мучения, за наше спасение. Моя мати несчастлива, что терпеть не маю силы, на крижи мой любый сын, на крижи мой любый сын. О, Мария, ой, ой, лютый, под крижом твоим погуби, я хочу делить с тобой, я хочу делить с тобой. Пусть канане, мой сыночек, закрывает юнцу очи, я канаю разом с ним, я канаю разом с ним. Плати страшною бедою, поделися ты со мною, дай мне сказать твой боль, дай мне сказать твой боль. Ох, не чую сына мовы, и он стелил на груди холод. Я на свете жодна, я на свете жодна. О, Мария, руки Пана, пришла купи, боли раны, буду сердце я носить, буду сердце я носить.
вічного життя, душа від находить, нам вічного світла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в Najświętейшем сакраменте покинул нам исповедь своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать себе таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували землю Твоего откупления, який живейший благодарный с Богом Отцом и едности Духа Святого, Бог, правдущий веки вечные.